Коми открыли новый туристический маршрут – непарадный Сыктывкар-Трехозерка. Его первопроходцами стали 70 человек, жителей столицы Коми, которые интересуются историей пригородов. Инициатором проекта выступила некоммерческая организация «Активный Сыктывкар», которая выиграла грант президентского фонда культурных инициатив. Вместе с партнерами и жителями Трехозерки общественники составили 3 ветки маршрута общей протяженностью почти 16 километров, установили указатели и информационные стенды, создали аудиогид, который озвучили артисты академического театра драмы имени Виктора Савина. Сейчас любой желающий может путешествовать по Трехозерке самостоятельно, пешком или на велосипеде, вооружившись аудиогидом. Одной из первых по увлекательному маршруту прошла Елена Красильникова. На небольшом теплоходе в Трехозерку приезжает первая группа туристов. О новом проекте «Непарадный Сыктывкар» многие узнали из социальных сетей. 3 ветки маршрута начинаются с пристани. С 1941 года сюда по реке привозили немецких ссыльных, которые трудились на лесосплаве. Так появился поселок Трехозерка. Здесь до сих пор сохранились следы землянок, где жили спецпереселенцы. Мы когда не знали эту историю, мы просто здесь ходили. Где-то что-то зарытое бревно, где-то яма. А оказывается, это все история. Вот, очень интересно. И вот сейчас вот они рассказывают. Мы будем до конца идти и понимать представление обо всей Трехозерке. Идем вдоль старого русла Вычегды. В этом месте находился шпалозавод, который в годы Великой Отечественной войны работал круглосуточно. Рядом с ним вырос свой Шанхай. На маленьком пятачке, куда не доходила большая вода, спецпереселенцы вплотную строили домики из горбыля и опилок. Сегодня от Шанхая ничего не осталось. А там, где когда-то заканчивался этот район, и сейчас стоит дом известной сказочницы Соломонии Пылаевой. Ее здесь прозвали Шанхайской. Если воспользоваться аудиогидом, можно услышать голос писательницы. Сидит дед у окна и говорит: бабка, бабка, хоть бы что-то вкусненькое нам спекла, а то шанги да колобочки печешь. Да придумай что-нибудь повкуснее. Здесь стоял один из самых известных бараков номер 72 со столовой, котлопунктом, кинотеатром и красным уголком, где на танцы собиралась молодежь. К сожалению, барак этот просуществовал совсем недолго. В 1951 году он сгорел. И на месте его уже в дальнейшем построили деревянные ремонтные мастерские, а в дальнейшем и кирпичные мастерские, остатки, которые вы видите перед собой. Трехозерку и ее первых жителей в своих произведениях воспел, по-другому и не скажешь, писатель Борис Бедный. Фронтовик, бывший военнопленный, он работал здесь с октября 1946 по сентябрь 1947 инженером по сплаву. Здесь родились его рассказы, повести и сценарий к фильму «Девчата». Следующий. Тебе борща побольше, Илюша? Как положено. И работники столовой вспоминают, кстати. Они же не знали, что Борис Бедный – это писатель будущий. Вот. А узнали, что Борис Бедный писатель, только после просмотра кинофильма «Девчата». И вот разошлись они все после кино и давай обсуждать. А мы все думали, что Бедный – это его прозвище, потому что он после плена был очень худой. И говорили: вот бедный идет, вот бедный идет. А оказалось, это фамилия. На месте этого дома когда-то находилось общежитие, в котором Борис Бедный и проживал. С его дочерью поддерживает связь краевед Ирина Нестерова. Говорит, Наталья Борисовна обещала приехать из Москвы в Трехозерку на будущий год. Никогда здесь не была. Впрочем, и для большинства сыктывкарцев Трехозерка станет настоящим открытием. Двигаясь по первой ветке маршрута, мы увидели и Лебединое озеро, и французское кладбище. На этом поле, по словам старожилов, нашли последний приют пленные французы, участники войны 1812 года, которых сослали в Уссысольск. Добрались мы и до старого кладбища середины 20 века. На крестах заметили таблички на немецком языке. За погостом первых спецпереселенцев сейчас следят местные жители. Много историй хранит Трехозерка. Сразу всего не узнать и не запомнить. Поэтому туристы решили побывать здесь еще раз, чтобы увидеть новые места. И прежде всего Пароходское озеро с затонувшим в 1943 году катером. Елена Красильникова, телеканал Юрган.